Я такой, какой я есть, без масок, без ничего, может, из-за этого. Это Меня меня бесит удивило. это, просто бесит это. Так, ребята, 0-1, блин. Че за на? Участвовал на СХ, отдыхал, пил кумыс, спал, просто кайфовал, да? Я бы спокойно мог, я думаю, даже провести 6 боев. Я не считаю это поражением. Я ты не выиграл. согласен. Ты выиграл этот Да, бой. я выиграл. Нет, рекорд 3-0. Твари. Шучу, я вас тоже люблю, хейтеры. Во Владивостоке просто земляки там дали жару. Хапсага — это сила, национальная наша борьба. Всех приветствую, это подкаст Амар Стоп, и сегодня у нас вторая часть подкаста с Андреем Дмитриевым. Андрей, приветствую. Доброе утро. А утро у нас начинается с кофе, Сицилиан кофе. Американо с медом. Ütüyorlardan чаттар. Бүгін буду вещать на русском, отвечать на вопросы на общем русском языке, потому что очень много кто просит в Инстаграме, пишут в комментариях. Так что алыгына на чаттар. Андрей, после последнего нашего подкаста в октябре прошлого года у тебя уже прошло 2 профессиональных боя, в котором из последнего ты выиграл, с чем я тебя поздравляю. Я тебя еще вживую не поздравил. Спасибо большое. Ага. Какие были первые эмоции в Москве, вот первые впечатления от победы? Первое впечатление от победы, но бой шел не по плану. Сразу скажу, что бой шел вообще не по плану. Я думал, что я буду в стойки попадать, но я пропускал. И после первого раунда такое чуть-чуть сомнение было, то что бой надо уже забирать, потому что, как я заметил, он начал уставать в конце первого раунда. Потом я уже понял, что чтобы не было такого случая, как в Владивостоке, так как боец как бы там в трибуне почти что свой, поэтому я пошел в банк, рискнул, да. Первые эмоции, груз с плеч сошел, потому что давление было бешеное. Я до боя сразу выложил в Инстаграме, отмечал Спорт Якутию, там просмотров было что-то 70 тысяч, что ли, все желали мне удачи, только победы, земляки, все болели. И вот сразу у меня было такое ощущение, наконец-то, все, давление ушло. Очень был рад этой победе, тем более досрочной, там уже судьи не помогут никому, как в тот раз во Владивостоке. И непередаваемые ощущения. Как ты справлялся вот со своей бешеной поддержкой фанатов? У тебя очень самая, наверное, бешеная поддержка фанатов в Якутии. Давила ли на тебя ответственность? Да, я не знаю как, но вот именно в таком давлении я вот собираю себя. Вот на меня вся ответственность идет, тогда я собираюсь. Тогда у меня с дисциплиной все в порядке, тогда у меня с режимом. Вот именно такое давление помогает. Вот можно сказать, что я специально вот выложил, чтобы ощутить это давление, чтобы у меня появилась дисциплина к этому бою. На коротком же было все-таки. Поэтому надо было просто все четко делать, начиная от питания, заканчивая режимом. А сама вот работа с медиа, вот, своей узнаваемостью, это больше твоя работа для твоей карьеры или тебе нравится это самому? Во-первых, да, это для себя, да, потому что вот узнаваемость, медийность, потому что сейчас индустрия ММА, вот вся индустрия спорта связана с медийностью. Если у тебя согласен. прокачана медийность, да, у тебя открыты двери везде. Во-вторых, популяризация нашего спорта от ММА по республике, потому что вот да, если бы я там проиграл, да, там сказал бы всем, что я еду драться, там все мне пожелали удачи, потом я проиграл бы, это было бы очень плохо, но я вот был уверен, да, я шел за победой, я в итоге победил. Вот дети сейчас, вот, например, у меня в деревне, вот ребята после моего боя все маленькие пацаны пошли в зал и начали спарринговать, прикинь. До этого все лето этот зал стоял, просто пылился, а сейчас там мне видео отправляет мой друг Дембасар, да?
А отправляют видео, там пацанов 10 они там спаррингуют, прикинь. Ну, вот это чего стоит, да? Как бы это популяризация нашего спорта в Якутии, потому что вот сами видите, как в Якутии только там, ну, ничего не буду говорить плохого, мне тоже очень нравятся национальные виды спорта, борьба, все нравится, но вот у нас незаслуженно обделены вниманием Якутии. У нас очень много хороших бойцов, которых надо продвигать, спонсировать, ну, поддерживать, да, у которых есть желание, а они ничего не получают и работают в обычной работе, ну, как и мы все, да, ну, могли бы, может, на мировую арену выйти, вот, я некоторых пацанов знаю сейчас, которые тренируются каждый день с мечтой, вот так. Вот одна из основных целей была популяризация нашего спорта в Якутии. Эта победа у тебя первая в лиге MVP и Open FC? Или все-таки та победа над Федором Тактыкыновым, она идет к тебе в рекорд как Да. к лиге в MVP? Потому что там в Норд-лиге бой с Федором проходил при поддержке MVP. Да, при поддержке MVP и с правилами MVP. Да. Там все было Это был как зарегламентировано. Да. рейтинговый бой. Да. Просто там что-то пропустили этот момент и поэтому не вписали в рекорд. Потом я с Иваном Федоровичем, вот Иван Федорович Махтал, за поддержку, за помощь. Ивану Федоровичу Хлопкову сказал, ну, сделайте мой рекорд, ну, запишите мой рекорд. Он сказал, ну, все, записали, 1-1 у меня рекорд был, сейчас стало 2-1. Ну, просто там комментаторы там писали то, что это. Да, но они не были, походу, вот это в курсе. То есть Да. комментировали и неправильно вот выразились, поэтому меня бесит удивило это, просто чуть-чуть. бесит. Так, ребята, 0-1, блин. Что за мной? если что, у Андрея за год прошло 3 профессиональных боя, даже меньше года, 3 профессиональных боя, в которых в 2 из них он одержал победу, и одно было спорное поражение. 3 профессиональных боя за год. Как тебе такой график? Или ты мог бы выступать еще больше, если была бы такая возможность? Я бы спокойно мог, я думаю, даже провести 6 боев. У меня сейчас, ну, работа, да, основная работа своя, семья, дети, да. Вот очень тяжело совмещать, например. Если бы, ну, да, если бы у меня, считаю, вот, я бы жил, если чисто спортом, я бы находил время для восстановления, для этого, для всего. И почаще желал бы драться, но выступать. Ну, я 3 раза согласился на коротком уведомлении, как бы. А все на коротком были, да? Да. Угу. Ну вот последние за 2 недели, а до этого за 3 недели, до этого за 3-4 дня, что ли. Ничего себе. Угу. Как ты оказался в лиге MVP и какие у вас сложились отношения с руководителем лиги Дмитрием Коньковым? Саныч? Так со стороны видно, что довольно-таки теплый. Да. Все благодаря Ивану Федоровичу, там, он мне предложил вот в прошлом году, да, летом драться с Тартакыновым, я там вышел. На Норд-лиге. Да, и ну, мы показали такой весьма такой красочный бой. Очень красивый бой. Да, поэтому... Одно из украшений турнира. Да, а Дмитрий Александрович любит такие бои, любит раскрепощенных таких открытых бойцов. Ну, он всегда-то про это говорит. И ну, во Владивостоке, вот, когда мне предложили, я не раздумывая согласился, хотя там боец, ну, соперник шел с рекордом 5-0. Я поехал туда как на середине, да. Не получилось у него. И там тоже он очень оценил мой бой, подошел там, ну, мы с ним переговорили, я уже понял, над чем надо работать, да, что надо делать, и вот уже как бы он считает, что я проспект лиги, очень приятно, Дмитрий Александрович, сейчас уже, ну, только с MVP пока. Давай перейдем к боям, к последнему бою с Дмитрием Бурдинцем, верно? Бурдинцом. И где и как ты готовился к бою и кто тебе помогал? Я был у себя на родине, в Сунтаре, участвовал на СХах, отдыхал, пил кумыс, спал, просто кайфовал, да. И мне звонят там, ну, отправляют резюме этого,
Ну, Topology, да? Мгм. Дмитрий Бурдин. А я-то смотрел все выпуски хардкора, я знаю его. Это боец хардкора. Да, да, экс-боец. да, он полуфиналист вот хардкор реалити. Мгм. Он дрался с Василовым Аббасовым, проиграл Такагазу. Это было за выход в полуфинал, в финал. Но я уже понял, он же борец, ну как бы борет. Я подумал уже, что он для меня удобен. Хотя у меня там кулак был сломан. Вот. Я про это вообще выкладывал в Инстаграме, вот показываю. Удобного момента не существует, поэтому согласился. Мне сразу Иван Федорович позвонил, типа давай двигаться как планировали, приезжай, говорит. Я сразу приехал сюда с Сунтара и начал подготовку. Там мне 13 что ли дней было. Сахаб в рестлинге? Да. Мгм. Сахаб в Хотя у меня рестлинге. свой клуб ОСС ММА, Василий Васильевич. Я всегда буду являться членом своей команды, но у нас договоренность с Иваном Федоровичем, то, что я буду представлять Якутию, он мне будет от души от себя помогать полностью, потому что, как-никак, Иван Федорович самый опытный в этой сфере из Якутии. И он мне грамотно так помог. Помню, вот приехал сюда с Сунтара, один раунд бил по лапам, и у меня в глазах темнело. У меня такого объема вообще не было. Я железо качал там, для себя как бы занимался и выступал там на СХах. А пришел, я лапу побил один раунд, у меня в глазах темнеет, кулак не держит. Федорович говорит, ты рисковый ты парень, Андрюха говорит. Ну а что, да, попытались, привели хоть какую-то форму, вес сделали, нормально, типа так. А кто твои основные спарринг-партнеры были в этой подготовке? Пацаны с Сахаврестлинга от души помогали, просто, как просто своим. У меня со всеми теплые отношения вот по Якутску, да. Я, даже если ко мне не придут, я всем помогал тоже, я Грише помогал, а мне вот помогали Октябрин Яковлев, вообще классно, Денис Андреев, все, Игнат Андросов, просто вот все подстраивались под мою подготовку. Это было очень приятно, это было очень профессионально, я почувствовал себя профессионалом, реально. А с работы отпускали на эту подготовку? Полностью отпустили? Или совмещал? Не, я совмещал с работой, но начальство всегда шло навстречу. Если там никаких задач не было, я спокойно мог подойти к начальству и отпроситься на тренировки. Они меня отпускали. А на работе при этом тренировался, как обычно? Да. И что-то на работе? Да. Как появляется возможность, время, я всегда стараюсь тренироваться. Круто. Как ты говорил, ты знал уже своего соперника. Ты изучал видео его боев в эти 14 дней? Конечно, я 2 или 3 раза заходил на YouTube, смотрел его бои. И стили делают бои по стилю, поэтому я уже визуализировал себе, как я могу его победить. Получилось. А с кем-нибудь разбирали ошибки соперника? Или Да, ты сам именно да. смотрел? С ребятами постоянно там. Денис Андреев мне очень хорошие советы давал, от души спасибо, да. Вася Сергеев подошел и тоже смотрели бои, изучили его там после тренировки. Да, я и сам разбираюсь в боях. Как бы я не такой сам опытный боец, но я опытный. Я посмотрю постоянно прямые трансляции боев, и поэтому вот посмотрел и трезво оценил свои возможности и посчитал, что он для меня удобен. Как тебе далась гонка веса к этому бою и как вот перелет в Москву, часовой пояс, вот это, за сколько ты туда прилетел и как, адаптация вот прошла? Так, вес согнал очень легко, прям очень легко. В конце мая я весил 83, что ли, потом у себя на родине я весил где-то 79. У нас весовая категория была до 72. Можно было написать там, что мы гоняли на 70-300, но как бы я посмотрел и думал, зачем там лишний раз убиваться, да, поэтому согласился на 72. В последний день у меня кило 700. Это благодаря моей любимой, спасибо за всю еду, которую она мне готовила, да, правильную еду.
У меня очень быстро вес ушел. А до этого в Владивостоке у меня за день до взвешивания мне было лишних 4 килограмма. Приходилось вот 4 килограмма гонять. А я там пришел, я еще в самолете покушал, все там бутербродики, вот эти все, соки, все выпил. У меня оставалось всего килограмм 700, я там 30 минут что ли побегал. И все, в весе. А по часовому поясу там как бы не сильно так ощутил, но какая-то акклиматизация какая-то у меня была. Ага. Да? Потому что, как обычно, за 3 дня я туда полетел. Надо было чуть раньше, либо чуть перед боем. Я 9-го туда прилетел. Вечером сделали вес, на завтра взвешивание. И на 3-й, да, получается, день? На 2-й. Ну, все нормально, короче. Все четко было. Вообще классно. Я на такие маленькие факторы не стараюсь обращать внимание. Это, как говорится, все в голове. Я всегда говорю, у меня все четко. И все. Подстраиваю себя под это. Вот по бою, после плотного первого раунда, где ты пропускал стойки, но ты, как я заметил, ты выигрывал в борьбе, в партере и в клинче, в завязках вот этих ты выигрывал. Но во втором раунде ты прессинговал и закончил досрочно соперника. И какой был у тебя план на бой? Ну, у меня был изначально план на бой перебивать его в стойке, да, опережать, то есть встречать и бить колл-кики. Ногу, и он должен был... У тебя, кстати, лоу-кики залетали. Да, хорошо. По мне тоже залетали. И он должен был бороться по нашему плану. А когда я защищался бы, если бы защищался, он должен был окислиться. Я так видел бой, прокручивал у себя в голове, а получилось наоборот то, что я начал в первом раунде очень сильно пропускать. У него рычаг руки очень длинный, видел, да, руки у него длинные. Он просто опережал меня джебами, хотя он не такой хороший ударник, но прям удивил, да, я начал кушать вот эти пирожки всякие, летали. И я понял то, что он очень напряженно бьет. Хотел меня досрочить, походу, поэтому сильно вкладывался в каждый удар. А я как бы не боюсь ударов принимать, да. Я просто закрылся и зашел в среднюю дистанцию, где он по мне там без остановки пускал удары. И я старался уворачиваться, потому что когда промахиваешься, заряжаешься и промахиваешься, ты сильно устаешь, забиваешься. И вот этот момент я не хотел упустить, поэтому я всегда стоял на опасной дистанции средней. Он по мне заряжал, и я чувствовал, что он выдыхается. Ага, и как он пошел в борьбу, первый раз он мне 2 раза, да, перевел в партер. Ты первый раз спокойно встал, потом... Да, второй раз потом меня перевел. И после каждой возни вот в партере, когда мы вставали, я сразу шел на него. Закрывался и шел, чтобы у него не было возможности передохнуть и там восстановиться. Держал его у сетки, помню, потом он пытался. Да. В этих моментах ты как будто выглядел более сильнее, можно сказать. Да, якутская школа борьбы лучше. Удивил ли тебя соперник? Если честно, нет. Вообще не удивил. Я знал, что будет тяжелый бой. Если бы как бы я бы так не пропускал бы, да, по идее я бы не мог выиграть, думаю. Потому что у него как бы объем хороший был. И лагерь хороший, и команда у него, да, Александр Невский, я за ними наблюдаю, вот Белас Ковалев. Я все его бои последние посмотрел, вот после Марифа Пираева он просто всех разносит. Дмитрий Арышев, у него секундам был, если дерется, вообще классный боец. Он меня еще похвалил, как ты говорит, по-гангстерски выиграл бой. Я говорю, нифига себе, Арышев меня похвалил. Арышев там стоял. Я думаю, серьезный состав у них был, только команды, да, такой. Да. По-другому я бы не мог выиграть, думаю. Если бы я сам начал бороться, я бы забился бы. Если бы там на очки хотел бы аккуратно работать, также по очкам я проиграл бы. Поэтому у меня только такой выход был, идти вперед, терпеть. А когда ты решил перевести бой в партер? Да. Партер я решил перевести, когда у него ноги встали, когда он после промахов проваливался. Ты уже заметил это?
Типа я захожу на среднюю дистанцию, он меня бьет, когда я уворачивался, он проваливался. Это признак того, что он устал, что у него ноги начинают не слушаться, да. Я в этот момент, один проход сделал, и первый же проход я перевел. Я не старался со всей силы там бить, наносить урон. Я хотел, чтобы он встал, чтобы он потратился на это. Он встал, и я повторно прошел, и получилось как получилось. Надо у сетки борьбы подтягивать, а то у меня плохо выходит. У тебя в углу был Иван Охлопков и Артем Будков. Да. Как Артем оказался у тебя в углу? И что они в перерыве тебе говорили и советовали? Да. Тема от души, братан, давай тоже газуй. Кстати, Артем Будко, отметишь, да, его страницу. Он самый перспективный боец сейчас, из выступающих бойцов Якутии. У него рекорд 7-2, 9 профессиональных боев. Парень из Сангара. Не знаю, почему его сейчас, не знаю, Якутия, болейте за своего пацана. Это он наш пацан. Тема, давай газу. Он, кстати, в классном клубе тренируется, горы ума. С UFC-шниками вместе. Прикинь, какой уровень. В Москве живет, там тренируется. Да, удачи, Тема. Тема мне написал, я как выложил анонс боя. Лига же выложила наш анонс Бурденец против Дмитриева. Тема мне написал, типа, приезжай, когда приезжаешь, туда-сюда, кто твой соперник, там, то все, про все. И он сказал, что я могу тебе спокойно просекундировать. Сначала хотели Егора Герасимова со мной отправить, чтобы в самолете вместе, там, рюкзак, туда-сюда. Бывает, иногда сил не остается. Просто на билеты не оплатили, лига не оплатила, поэтому пришлось искать того, кто уже есть в Москве. И Иван Федорович тоже классные советы давали ребята, если честно. Но я большинство советов не слушал. Я не умею слушать угол. Только в перерыве я слышал. Доволен ли ты своей работой в этом бою? Какую ты поставил себе оценку из 10? Я недоволен. Я недоволен столько пропускать. Лучше не пропускать и выиграть. Но мне понравился темп и дух боя такой, да. Просто стоишь, бам, пропускаешь, отвечаешь. Вот такой мне нравится. Но лучше всего выигрывать без урона для себя. После боя ты меня видел, да, как я разговариваю, бля. Да, я себе даю оценку по бою где-то 4 из 10, не больше. Да. В бою с Амировым сколько ты дашь себе оценку? С Амировым я себе поставлю 8 из 10. Потому что я сделал все возможное. Я остановил все тейкдауны. Я отправил нокдаун. У меня ни одной царапины не было на лице. Я ни одного удара даже не пропустил. Пары джебов пропустил. И все. Ты там выигрывал стойки в этом бою с Амировым, но уступал в борьбе. Я не считаю, что уступал, потому что я... Он контролировал во втором раунде. Не бил. Во втором раунде он вообще не контролировал. В первом раунде я пропустил тейкдаун. И 1,5 минуты мы лежали в партере. Это в первом раунде Да, было, да? Это в первом, потому что после нокдауна он меня перевел в партер. И там, получается, правила МФПшные были. Я ждал 15 секунд партера. Потому что после 15 секунд встаю в стойку. Да, поднимают стойку. А там этого не произошло. 2 минуты мы лежали, я этого ждал. А во втором раунде он меня пытался 5 раз перевести, я все защитился, и он просто лег на спину, устал. Не хотел со мной в стойке находиться, и все, у него борьбе ничего. И я в конце второго раунда еще сделал свой тейкдаун. Еще в первом раунде тоже через лампочку кинул. 2-1 по тейкдаунам я выиграл. Не знаю, чем. По борьбе я не уступал. А во втором раунде клинч был, да, тогда? Больше клинча было? Как-то мне так показалось, как будто... Я гонялся за ним. Он прижимал к сетке, я выходил. Он прижимал к сетке, я выходил, я бил. Такая себе. В чем причина поражения тогда, ты думаешь? Или просто ты не считаешь, что это поражение? Я не считаю это поражение. Я считаю, ты сам зайди в Инстаграм мой.
Посмотри, там комментариев штук 300, 250 там с чем-то комментариев говорят, что я выиграл. Ну, не знаю, вот зритель, что видел и что видели там судьи, я не знаю. Не могу ничего сказать. Просто бой прошел. Вот болельщики уверены, что ты выиграл этот бой. Дмитрий Александрович сказал то, что это решение верное. Я хотел вот честное твое мнение узнать. И вот ты его выразил. Я ты не согласен. Ты выиграл Да, этот бой? я выиграл. Нет, рекорд 3-0. Ну, шучу это. Я не зацикливаюсь на этом поражении. Просто было. Я сделал все возможное. Я в каждом бою выкладываюсь на все 100. Тяжело, конечно. Я не знаю, каково было бы с идеальной, с хорошей подготовкой. Но думаю, было бы лучше. Но я не зацикливаюсь. Живем дальше, идем дальше. Значит, так надо было. Извлекаем уроки. И Ну вот, двигаемся а дальше. какие уроки ты извлек из этого боя? Уроки. Еще раз дисциплина. Потому что выигрывает тот, кто тренируется больше. А там я не тренировался больше. Я это признаю. Сопернику ты бросил после боя вызов, реванш. Он ответил тебе? Ну, я написал его тренеру, типа, давай еще раз, да. Они не заинтересованы. Может, через несколько лет. Ну, я тоже не зациклен вообще. Я не знаю почему. Может, он там, если чемпионом лиги станет, можно будет вызвать, да. Либо если я стану, может, там что-то кинет. Посмотрим, поживем, увидим. А что говорит Лига? И если не он, тогда с кем ты сам хочешь следующий бой провести? Я сейчас, если честно, вот не знаю даже бойцов, но особо, да. Я еще не определился с весом. Для 70 я маленький. Ну, 66 гонять совместно с работой тяжело, но это возможно. Ну, следующий бой я, не знаю, должен провести, думаю, 66. Там можно сделать, ну, промежуточный 68. Посмотрим, поживем, увидим. Ты сказал то, что для 70 ты маленький, но с Федором вы дрались 77, верно? Да, ну Федор большой, блин, он мне на голову выше, блин. Это я там толстый был, а не Федор маленький, большой. Это я там толстый был, просто. Я там с командировкой приехал, весил 89. Прикинь? Под 90 килограмм пузо такое ходило, блин. Я там согласился просто, чтоб подраться с Федей. С Федей у вас был очень яркий бой, один из лучших на турнире, если не лучший. Также с Амиром у тебя был нокдаун, там тоже были такие качели. И вот с Бурденцом тоже красивая победа, даже комментаторы вот отметили тебя. За счет чего тебе удается вот показывать, что он не только за октагоном, но и на октагоне? Не знаю, я отличаюсь тем, что когда я захожу, я могу очень, рисковать, идти ва-банк, да. Я всегда расслабленный, вот, захожу. Всегда с улыбкой. Ну, у меня нету вот лишнего напряжения в бою. Ну, не знаю, походу, за счет этого, да, за счет вот открытости, то, что я вот призываю к рубке, там, если даже пропускаю, там, не знаю, за счет чего, но людям нравится смотреть мои бои. Я это с любителей, вот с чемпионатов республики это заметил. Это хорошо, мне нравится. Это круто, на самом деле. Можем ли мы увидеть тебя в бою за титул в скором времени MVP или OpenFC? Что говорит руководство лиги? Ну, руководство лиги, да, у нас очень много, не очень много, а вот достаточно было диалогов, планов о будущем, да, но не хочу это, как говорится, накаркать не хочу. Моя работа быть в форме и быть готовым к вызовам. Может, там у кого-то травма будет, там все что угодно. Я вот
1,5 года назад не представлял, что я на такой арене выйду, вот в этом, как на Фетисов арене во Владивостоке. Я там вышел, там просто Фабрис Андраде говорит, там, чемпион UFC, говорит, ты выиграл этот бой, мне говорит. Я вот такого вообще не ждал. Там Залимхан Юсупов ко мне подошел в Москве, он говорит, ты в натуре, говорит. Это просто вот, я просто же их смотрел всегда по YouTube, по Матч ТВ, там по боям. А сейчас вот с ними здороваюсь, общаюсь, они мне говорят, что удачи, ты выиграл. Поэтому вот все так резко бывает. То, что ты представляешь, вот визуализация, еще раз говорю про это, она реально работает. Вот. То, что ты представляешь, вот это и сбывается. Мало ли еще там может, как и Арман, да, там рекорд чуть-чуть поправлю и на замену можно за океан. Не знаю, все что угодно. Дай бог, дай бог. А как тебе вот выступать на территориях соперника, когда за соперника болеет весь стадион, например, в Москве, в Владивостоке? И сколько твоих фанатов прилетело? В интернете, конечно, поддержка жесткая, можно сказать. Пришло на стадион, и может кто-то прилетел даже. Но во Владивостоке я точно знаю, что приехали ребята. Во Владивостоке просто земляки там дали жару. Даже вот президент лиги заметил, им говорит, вообще у тебя что за фанаты? Говорит. Там якутские флаги стоят. Я же вот, стоял, когда меня вот вазелином мазали, я вот смотрю, а там флаги якутские висят. Бам, и я так воодушевился просто. Не знаю, вот на территории соперника легче даже выступать. Я не выступал вот здесь с иностранцами, да, с других городов. Поэтому я не знаю, какого это домашнее давление. А так, вот, на территорию соперника идешь, там особого давления нету. Когда за соперника болеют, тебе это вообще не волнует? Не, у меня звук отключается, когда я вот свою песню слушаю, улыбаюсь, смеюсь. И когда у меня начинают вот мазать, да, там, смотреть экипировку, там, капу, у меня звук отключается, пропадает. И фокусировка только на клетку. Все. Кроме профессиональных боев, ты успел выступить в различных дисциплинах, в любительских видах спорта. Расскажи, в каких ты успел выступить. Очень много. Очень много, где я выступал, там За по боевому хапсагаю, по обычному хапсагаю. По ММА тоже любительскому, верно? Да. Ага. Я стараюсь быть активным, вот не потерять вот этот тонус, да, соревновательный. А травму получить ты не боишься? Об этом, если нету травм, не надо о них думать. Если травмы есть, то вот как в последнем моем бою у меня и кулак, и колено, вот все. Не стараюсь на них зацикливаться тоже. Вот. Стараюсь зацикливаться на своей цели и все. А так, по хапсагаю мне в этом году очень много схваток провел я. Хорошо было так. Почувствовал ковер. Это очень помогает по ММА. Вот, когда тебя стараются повалить возле сетки, даже у тебя устойчивость уже другая. Хапсагай — это сила, национальная наша борьба. Ты успел выступить по хапсагаю, любительскому ММА, вот, на СЭХе, верно? Да, на СЭХах. Многоборье еще успел там камни потаскать, колеса переворачивать. Еще где-нибудь выступал? На боксе выступил? На боксе я даже не помню, нет, походу. В этом году нет. Так, еще где я выступал. По боевому хапсагаю там первое занял, да? Ага. Все, походу. После 3 профессиональных боев, вот что ты можешь сказать, в чем различие профессионального и любительского ММА? Любительское ММА, оно такое особо неинтересное, походу. Вот интересно вот для определенного круга людей, да? А профессиональное ММА, это шоу, это вот там большой охват. Даже те, кто далеки от спорта, от единоборств, даже они вот могут посмотреть за знакомого человека, вот там бой. Это интересно всегда. Тем более, если это транслируется по телеканалам, вот как, например, ОККО. Я вот в последнее время понял, что очень много людей смотрело в день моего боя. Очень много людей скачало ОККО,
Подписки там кинули, все. Да, поэтому профессиональный спорт, он такой. Если вот по любителям там поедешь, да, в Кубке России даже, на чемпионате России даже вот второе место займешь, ну это большое достижение. Ну, особо никто не будет знать. Там пару постов выложат спорт Якутии. А когда вот профессиональный бой, объявления, анонсы, это все идет ажиотаж такой большой. Поэтому такое по медиа сильно отличается. Кстати, а ты получаешь деньги за бои? Ну, так, получаю. Секрет. Сколько? На хлеб с маслом не хватает, но не особо там. Пару раз гульнуть, там, подарков купить своим родным и все. А рекламные контракты появляются? Ну, Ну, будущем. можно сказать, даже не контракты, а тут рекламы уже много сейчас тебе предлагают. Мгм. Типа бартер, не бартер? Да. А, ну да, по этой... Ну, это не из-за боев, как бы, это из-за медийности, да? Мгм. Ну, Да, в последнее время вот очень много было предложений. Я там, где мог сняться, там снялся, ну, записывал контента. Конечно, бывает тяжело, сидишь в телефоне, монтируешь сам. Хорошо, когда есть СММщики, они предлагают, ты пришел, снялся, тебе выложили, отметили соавторство, вот так. Там можно тоже заработать. Так, нормально. считаешь ли ты себя теперь профессиональным бойцом? И изменилось ли что-то в твоей жизни? Если честно, я не считаю себя профессиональным бойцом, потому что я не живу как профессиональный спортсмен. Но я считаю себя бойцом, потому что я принимаю вызовы, я дерусь, я показываю, ну, зрелище. А так, как образ жизни профессионального спортсмена у меня нету. Поэтому ну, хотелось бы, да, подтянуть больше. Может, что-то получится еще лучше. Какие у тебя планы в дальнейшем? В дальнейшем хочу на другой уровень подняться. В плане физподготовки, в плане технических навыков. Ну что, быть готовым к любому вызову. У меня есть цели по Хапсагаю, есть цели по ММА, есть цели в жизни. Надо просто не останавливаться, считаю, просто делать свое, то, что делал, ну и с душой. Тогда все обустраивается. А в плане профессионального ММА? В плане профессионального ММА, Может, есть какие-то вызовы, да, цели? хотелось бы оставить какое-то вот такое свое наследие, да, чтобы помнили, да. Хорошо было бы, да, забрать там пояс, принести пояс там. Думаю, все будет. Дай бог. Да. Ты сейчас в рассвете сил, у тебя, можно сказать, пик. Прайм. Пик даже не за Прайм. горами, можно сказать. Прайм. Мгм. Андрей, может, я забыл спросить какие-то вопросы. Наша беседа подходит к концу, и ты бы хотел что-то упомянуть. Возможно, я забыл какой-то вопрос. Все делалось быстро, сам знаешь. Хочу поблагодарить, ну, всех, кто участвовал в моей подготовке. Василий Васильевич, Иван Федорович, бойцы из клуба Сахав Рестлинг. Очень, ну, много так помогли мне. И своим подписчикам тоже спасибо большое. Есть пацаны, которые мне оленину отправили в подарок, прикинь. Ничего себе. Красную рыбу Санабарского, да, вообще красавчики. Я просто выложил сторис, кто продает оленину, мне надо для подготовки. И мне бам, 2 пакета, что ли, оленина. Да. От души этим махталларым. Мои подписчики, они лучшие. Просто спасибо всем. Кстати, забыл вот этот вопрос спросить про подписчиков. Как ты добился вот этой любви фанатов якутских? Ну, не знаю, может быть, своей открытостью. У меня очень мало хейтеров, да. Ну, и они все равно есть у всех, С да. которыми ты разбираешься онлайн. Твари.
Шучу, я вас тоже люблю, хейтеры. Это, не знаю, я такой, какой я есть, без масок, без ничего, может, из-за этого. У меня нету вот этого. Я такой, какой я есть. Не стараюсь изображать из себя святого, но и не считаю, что я плохой, да. Поэтому... Спасибо за интервью, Андрей. Получилось быстро, круто. И надеюсь, еще запишем после следующих боев. Желаю тебе побед. Спасибо. Всего удачи.